Добровольные народные дружины есть уже во всех муниципалитетах республики. Всего 28 отрядов. Появляются они не на пустом месте. Инициативные граждане, желающие помочь полиции в обеспечении порядка, есть везде. Есть, которые у нас стабильно, которые не отказывают и выходят в любые. Это на Новый год, да, когда люди хотят отдыхать. В основном это крупные мероприятия, большие, общероссийские, республиканские, районные. Да, когда люди хотят отдыхать, мы в это время дежурим. Следующий шаг для республики – повышение эффективности дружин. Для этого и проводятся такие слеты для обмена опытом и выявления лучших практик, а также для обсуждения проблемных моментов, например, привлечения к работе представителей молодого поколения. Я считаю, что больше надо привлекать молодежь. Для них это важно в том плане, что кто-то захочет в дальнейшем себя применить как профессионала в работе в органах внутренних дел, в службе, в силовых структурах или в армии. Это поможет им, как говорится, это какой-то опыт уже будет. Большие надежды МВД Коми возлагает и на представителей старшего поколения, особенно ветеранов правоохранительных органов. Их профессиональный опыт и авторитет помогают решать многие проблемы дружинников и поддерживать дисциплину. Все муниципалитеты нам предоставили проблемные вопросы. Проблемные вопросы, они, конечно же, это в первую очередь вовлечение населения в работу народных дружин, проблема материального стимулирования дружинников. В каких-то муниципальных образованиях в этом году, вот Сыктывкар, Сысово, планируется в Квартихоровском районе, уже приняты муниципальные акты, которые предусматривают материальное стимулирование народных дружинников. И вот эти положительные практики мы будем обсуждать и с другими муниципалитетами. Процесс формирования дружин в Коми практически завершен. К сожалению, не во всех городах и районах уровень одинаковый. Есть муниципалитеты-передовики, есть те, в которых работа пока отстает. Такие семинары как раз и помогают динамичному развитию народных дружин по всему региону. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.